Здравствуйте, я Зарипова Диана, ученица 10 класса Кандринской средней школы номер 1, предлагаю вашему вниманию исследовательскую работу на тему «Жизнь его не ради славы, ради жизни на земле». Учитель – это самая нужная профессия. Все светлое и доброе в этой жизни исходит от него, бескорыстного слуги народа. Не каждый может быть учителем. Мне кажется, быть учителем – это призвание. В своей работе я исследовала жизнь ветерана Великой Отечественной войны, учителя математики, директора Кандринской средней школы номер 1 Фазлудинова Лутфирахмана Сафетдиновича. Актуальность темы состоит в том, что она посвящена анализу образа учителя-фронтовика, который издавна занимает свое определенное место в обществе. Мы должны помнить тех, кто уже ушел, но оставил после себя добрую память. Цель работы – изучить жизненный и боевой путь замечательного человека, педагога, солдата Фазлудинова Лутфирахмана Сафетдиновича. Поставленные задачи видите на экране. Предполагаю, что Лутфирахман Сафетдинович – человек-легенда, прожил насыщенную жизнь и принес много пользы своей стране, как военный и как учитель. О жизни Лутфея Софиевича мы узнали из разных источников. Побывав в гостях у его дочери Галии, ознакомились с семейным архивом. В Поселковом музее нашли фотоальбом Фазлудинова Лутфея Софиевича. Также использовали информацию из школьного музея. Подаренный людям милостью Божьей. Так в переводе звучит имя героя моей работы – Лутфирахман, но все называли его просто Лутфей Софиевич. Родился Лутфей Софиевич 4 августа 1911 года в деревне Шамратово Караидельского района Республики Башкортостан, окончил начальную школу и стал работать с отцом и братьями. Летом 1931 года семья Фазлудиновых попала под раскулачивание. Их отправили в Иркутскую область, недалеко от города Черемхово. В 1934 году Лутфирахман поступил в Тулунский педагогический техникум. После 2 курсов ушел и отучился на рабочем факультете финансово-экономического института. Через год уехал в Свердловск. В 1939 году Лутфей Софиевич окончил учительский институт, работал учителем математики в селе Знаменка Свердловской области. Началась война. Повестка на фронт пришла в первые дни войны, но Лутфея Софиевича не забрали, его назначили заведующим военно-учебного пункта в Знаменке, призвали 12 мая 1942 года. В архиве ветерана мы нашли справку о прохождении службы, в которой указано, что он начал службу в 8-й истребительной бригаде. Формировалась бригада на станции Алтына Свердловской области. В первые же дни службы Фазлудинов отличился. По просьбе начальства он достал бумагу для части. Изучая архив Фазлудинова, мы нашли рукопись повести Зюськина «Истребители танков». В ней подробно описан этот случай и много других из военной жизни Лутфея Софиевича. Через месяц бригаду перебросили на оборону Воронежа. Молодого, бесстрашного солдата Фазлудинова командиры приметили сразу. Сначала он был наводчиком противотанковой пушки, потом командиром орудия, после командиром огневого взвода. Летом 1943 года личный состав 8-й бригады вошел в 30-ю отдельную истребительную противотанковую бригаду, состоявшую из 3 артполков. Лутфей Софиевич служил в 1844-м. Долг и опасен был фронтовой путь Фазлудинова. Участвовал в Прохоровской битве, в освобождении Белгорода, Харькова, форсировании Днепра, в Веско-Кишиневской операции, сражался в Румынии, Венгрии, Чехословакии. В одном из боев был контужен, от разбившегося снаряда его засыпало землей. По счастливой случайности он не задохнулся и не был раздавлен вражеским танком. Есть письменное свидетельство очевидцев этого ранения. Лутфей Софиевич принимал активное участие в партийной работе, был парторгом своей 2-й батареи. В октябре 1944 года его выбрали парторгом 1844-го артполка. Осенью 1944 года Лутфей Софиевич сдал экстерном экзамены на звание офицера, стал младшим лейтенантом, вскоре лейтенантом. В 2000 году ему присвоено звание старший лейтенант. Победу встретил под Прагой 17 мая 1945 года. За годы службы Лутфей Софиевич совершил несколько подвигов, за что был награжден 2 орденами Красной Звезды и орденом Великой Отечественной войны 2-й степени, медалью за победу над Германией. Приказы о награждении мы нашли на сайте «Подвиг народа». В архиве Лутфея Софиевича нашли схематические карты боевого пути 8-й и 30-й бригады. После войны Лутфей Софиевич продолжил службу в своем полку, демобилизовался 2 июля 1946 года. Он много путешествовал по стране, но остановился в Башкирии, работал учителем математики в Балтаевской школе. Здесь познакомился с Яникеевой Розой, с которой прожил счастливую жизнь. Они воспитали 3 детей. После Балтаева работал директором Чукотатамакской школы, параллельно учился заочно в пединституте, работал заведующим Кандринским РАНО.
был учителем математики в Кантринской школе номер 1, потом стал директором этой школы. После тяжелой болезни работал учителем математики в Кантринской школе номер 4. Мы собрали воспоминания об учителе бывших учеников и коллег Фазлудинова Лутфирахмана Сайфетдиновича. Все характеризуют его как скромного, доброго, очень порядочного человека, любящего свой предмет и учеников. О Фазлудинове Лутфе Сайфиевиче много раз писали в прессе, да и сам он писал статьи в местную газету. За учительский труд Лутфей Сайфиевич был награжден значком «Отличник народного просвещения», медалью «Ветеран труда». Выйдя на пенсию, Лутфей Сайфиевич организовал встречи с ветеранами войны, уроки мира, мужества, вечера вопросов и ответов, выступления по местному радио. Все это было только частью его работы по патриотическому воспитанию молодежи. В начале 80-х годов в стране начались встречи ветеранов. Лутфей Сайфиевич побывал на таких встречах 14 раз в Белгороде, в Житомире, в Воронеже, в Харькове и других городах Советского Союза. И каждый раз, уезжая, ветераны прощались друг с другом навсегда. Навсегда родные, близкие и друзья попрощались с Лутфеем Сайфиевичем 18 марта 2005 года. Есть люди, живущие и работающие не для славы и не для наград. Им просто интересно делать свою любимую работу. Именно таким был учитель-фронтовик Фазлудинов Лутфирахман Сайфетдинович. Таким он и остается в памяти своих учеников и коллег. Исследования, проведенные в рамках данной работы, выполнены на основе детального изучения биографии Лутфея Сайфиевича, исторического фона, на котором развивались события тех лет, а также музейных и архивных материалов. По итогам исследований сделал вывод: Фазлудинов Лутфирахман Сайфетдинович – человек-легенда. Он прожил насыщенную на события жизнь, жил, воевал и работал не ради славы, а на благо своей родины. Поставленная гипотеза подтвердилась. Семья Фазлудиновых бережно хранит награды своего героя. Каждый год 9 мая в Бессмертном полку дети Лутфея Сайфиевича несут его фотографию среди других героев Великой Отечественной войны. Лутфей Сайфиевич оставил после себя огромный архив, написал 5 книг, родные ветераны хотят их опубликовать. Когда все получится, мы сможем ознакомиться с жизнью замечательного человека, смелого воина, хорошего учителя Фазлудинова Лутфея Сайфиевича более подробно. А для нас, нынешнего поколения, Лутфей Сайфиевич оставил свое напутствие. Надеюсь, что вы будете помнить этих героев, восторгаться их храбростью, стойкостью, бесстрашием людей военных лет, а своим умом, сердцем и делами унаследуете героизм старших, беззаветно будете любить Родину и в любой момент сумеете ее защитить. Спасибо за внимание.